Спарнакович, сейчас государством ведется активная борьба с незаконным потреблением электроэнергии. В этой связи очень много задач у структур, которые как-то могут влиять на этот процесс и взять его под контроль. Это МВД, там, Черноморэнерго, прокуратура и другие структуры. В том числе есть определенные задачи у Государственного комитета по стандартизации, потребительскому и техническому надзору, который вы возглавляете. Могли бы вы рассказать, каковы задачи госстандарта в этой связи и насколько активно вы воплощаете в жизнь то, что необходимо сделать? Государственный комитет по стандартизации, потребительскому техническому надзору, уполномоченный орган, который непосредственно имеет отношение в данной ситуации к этой проблеме, потому что этот вопрос стоит остро, его надо решать. И в связи с этим были постановления, были распоряжения, были приказы, особенно под контроль у президента Республики Абхазия. Еженедельно проводят совещания, и вот мы все участвуем в этом совещании. В связи с этим были созданы штабы районных, куда входит глава администрации района, прокурор, начальник милиции, подразделение Черноморэнерго, это районные электросети и другие. По поводу того, чтобы эта деятельность, которая сегодня является незаконной, пресечь и дать возможность электросетям, чтобы не перегружались. И в связи с этим 8 февраля к нам поступили акты, которые Черноморэнерго через своих представителей у них во всех районах и в городе Сухум это организация СУЕС, которые непосредственно первичные материалы собирают, выясняют, потому что они контролируют энергосбыт, имеют прямое отношение к этому вопросу. И когда была создана комиссия рабочая, туда входят Министерство внутренних дел, это УБЭП, Служба государственной безопасности, Черноморэнерго, Государственный комитет по стандартам. И задача нашего, у нас департамент по технадзору, энергонадзору. У нас занимается энергонадзор. Ребята профессионалы. Начальник департамента это Кукушкери Эрик Раулевич, а начальник энергонадзора это Зонтаря Дмитрий Робертович. Это люди, которые имеют высшее образование в этой области, они профессионалы. Когда 8 числа мы получили уже документы, естественно, мы приступили к работе. И на данном этапе мы получили 271 актов. Мы начали работать, но параллельно акты переданы МВД для уточнения конкретного лица или хозяина, или руководителя, которые владеют этой криптофермой и майнинге. Это люди, которые непосредственно занимаются майнингом. Да. Не касается других способов чрезмерного потребления электроэнергии. Я могу официально заявить. То, что это есть, это то, что мы знаем. Понимаете? То, что мы знаем, выявлено. И параллельно наша структура работает, тоже выявляет. Дело в том, что это все незаконные подключения. Тем более у нас запрет подключения. Кроме этого, у них нет технических условий, потому что все эти трансформаторы, они незаконные. Они незаконно подключены, и кроме этого они занимаются трудовой деятельностью, которая у нас запрещена постановлением Кабинета министров. И в связи с этим есть моменты, которые мы в данный момент обработали, 74 уже материала находятся в процессе работы. Из них уже 4 переданы в суды. Это очень сложный процесс, потому что арбитражный суд, не суды обычно гражданские, это арбитражный суд, который находится только в столице Республики Абхазия, город Сухум. И потому приходится все дела, которые есть по районам, начиная с ГАЛ, кончая Гаганского района, все материалы, которые собираем, мы должны передать
арбитражный год Сухум. Мы уже 4 дела передали. Есть материалы, которые требуются дополнительного дознания. Мы их передаем МВД для того, чтобы определить хозяин данного объекта или данного помещения, где это находится. И получается так, что нет хозяевов. То есть не находятся? Ну, там только охранники, и они говорят, что мы ничего не знаем, мы просто охраняем, мы наемные. И вот, а когда нету конкретного лица, то суд не принимает документы. И получается, что у нас замкнутый круг. И тогда, получается, мы не можем ни штраф выписывать. Дело в том, что у нас по департаменту технадзор имеет прямые выставления счета, допустим, штрафов определенные там, а энергонадзор не имеет. В связи с этим я письмом обратился в правительство, чтобы нам дали возможность напрямую, чтобы это было эффективно. Потому что остальное это как-то через суды, и многие дела не дойдут до места, к сожалению. Это не зависит от того, что кто плохо работает или хорошо. Просто такие требования, которые практически очень тяжело выполнимые. Ну, когда невозможно найти хозяина, да, ну, также не может быть, наверное, если там потянешь ниточку, наверное, какие-то найдутся концы, кто, откуда. Ну, дело в том, что мы же живем в Абхазии, это не многомиллионное население. Здесь, конечно, мы все друг друга знаем. Но когда дело доходит до конкретного, вот тогда получается, что если на месте не определили, то потом уже искать. И есть моменты, которые, конечно, по документам первичным, которые оформлялись, вот тогда, конечно, люди как-то более, да. Как раз хотела спросить. Да. Изначально, я помню, как-то шли навстречу. Да, изначально, когда документы составлялись, но, к сожалению, мы не были включены. Мы не были включены, да. Вот. Мы когда включились, уже немножко время ушло, и вот когда были первичные, потом вторичные отключения, там разные процедуры проводятся, вот. И когда мы подключились, уже мы, получается, третьим, который приходим, естественно, уже все друг другу сообщают, информация есть, и очень тяжело нам дается. Но все равно мы будем работать, мы работаем. Наша задача основная – это выявление незаконные, потом определяем по тех документам, у них есть или нету, это Черноморэнерго. Я могу официально сказать, что где-то 70% ни у кого нет. К сожалению, нет. И даже госпредприятия, учреждения, которые есть, которые работают еще с советских времен, то ли у них сгорели, то ли потерялись. В данный момент Черноморэнерго нет. Мы делаем запросы. Вот. Но если уже нет, это незаконное потребление. Вот мы составляем материал. Но я хотел бы сказать о другом, что вот пломбируем. Ставим пломбы мы, ставим пломбы ОБЭП. Они срывают. Ну вот можете представить, что мы занимаемся писаниной, которая стоит всего 180 рублей. Штраф. Ну 180 рублей. И, конечно, это смущает многих людей. И тогда мы перешли на другое дело, что мы, кроме того, что мы пломбируем, мы еще обесточиваем подачу электроэнергии с высокого. По возможности мы это делаем, потому что мы приглашаем представителей Черноморэнерго, и по районам этой электросети или Сухумский СУЕС приезжает автовышка, и мы уже наверху, на высоком обрезаем, чтобы не было доступа подключения. А все остальное, что мы делаем внизу, они уже наловчились специалисты, что они ночью это все меняют, подключают. Вот такая ситуация, которая есть по этой части. Ну, вообще, насколько интенсивно проводится эта работа? То есть это в ежедневном режиме или есть какой-то, не знаю, период, когда можно чуть-чуть отложить эту работу? Нет, это дело в том, что ежедневно. Даже президент сказал, что нет выходных по этой части. Вот. Мои, естественно, совместно ОБЭП и местными отделениями энергосети выезжают. Вот сегодня у меня 7 групп по всем районам. Мы уже практически, кроме ГАЛ,
Остальные районы мы уже выезжаем, есть результаты. Буквально вчера совместно УБЭП, мы, Черноморэнерго, обнаружили работающую ферму. Это в Гурьевском районе, 230 машин. Понимаете, это о чем говорит, да. Вот. И в Гаганском районе. Вот в данный момент, хотя запреты есть, но они умудряются подключаться. Но в основном вы знаете, что это очень труднодоступных местах, заброшенных каких-то помещениях, которые уже давно, десятки лет, там никто не обитает. Вот они умудряются, где есть высоты, устанавливают трансформаторы самостоятельные, не какие-нибудь там 400 или 630, тысячники и еще выше. Понимаете, в чем дело? Это о чем говорит? Потому что это те мощности, которые они хотят использовать в этом. К сожалению, тенденция нехорошая. В связи с этим я думаю, что вот эти рабочие моменты, в первую очередь, я хотел бы сказать, что в районах штабы, глава администрации, они же намного более информированы местности и легче им знать, потому что территории знают, потом районные электросети, которые непосредственно знают, куда идут линии. Вот. И я думаю, что предпримут все шаги для того, чтобы и ночью работать, измерять, потому что есть момент, когда можно ночью выключить, и буквально за 10-15 минут можно проверить нагрузки до и после. И тогда будет ясно, в каком участке, в каком районе можно выявить, потому что эти аппараты включаются 5, 7, 8 минут. И тогда ясно будет нагрузки как. Ну, работа есть, я думаю, что специалисты в этой области поработают, а наша задача – контроль и надзор для того, чтобы упорядочить и уменьшить нагрузки на подачу электросетей. Когда вы выезжаете, да, ваши сотрудники Да. выезжают, вы уже как-то точечно выезжаете на определенные места, уже известные, да, или же вы там по ходу дела ориентируетесь? Знаете как, у нас те документации, которые есть, акты, конечно, это первичные. Мы их изучаем. Если они соответствуют действительности, указан район, адрес, место, ориентировочно хотя бы, да, улица, там, дом, вот, тогда это легче. Но нам приходится еще по пути уточнять. Но есть наши информации, слава богу, когда работаешь, информация поступает, потому что многие жители, они недовольны, потому что они страдают. И вот тоже сообщают, что в таком районе вероятность, что есть, потому что свет уменьшается. И вот тогда мы используем все методы для того. Кстати, была как бы заведена вот эта горячая линия, куда Да. жители могли звонить и сообщать о вот этих случаях. Как часто поступает информация оттуда? Ну, знаете, раньше активнее было. Раньше было более активно. Вот. Сейчас тоже есть. Есть моменты, конечно, без помощи наших граждан, без помощи тех людей. Но это, знаете как, практически очень сложно и трудно, потому что ограничен ресурс. У меня на сегодняшний день 8 инспекторов на всю Абхазию, департамент технадзора. Это то же самое, но у них полномочия чуть другие, но они имеют право. Я сейчас их тоже перекинул сюда, для того, чтобы увеличить, и объем был желательно побольше. Вот, потому что в понедельник я должен доложить президенту о проделанной работе. Понимаете? Вот. Работа ведется. Хотелось бы, чтобы еще эффективнее было. Ну, есть моменты технические. Это труднодоступные места. Потом я сам выезжал. Хотя некоторые говорят, что, руководитель. Я сам выезжал вместе со всеми в Ачамчир, город. Пришлось 1,5 километра только в одну сторону идти, и по этим лесам труднодоступным. Вот. Сам убеждался в этом, что есть места. Приходили в такие места, где действительно человек есть.
Ну, на отрез, а у нас нет таких полномочий, понимаете? Кстати, о полномочиях. Какими полномочиями на данный момент располагает госстандарт? Наши полномочия – это обнаружение, подготовку документов и наши задачи, чтобы при нас обесточили. Но мы в связи с тем, что мы вместе ездим ОБЭП, районной электростанции, сети, да, единственное, что мы с собой, машина стоит на готове, это автовышка. Если мы уже пришли, увидели, что есть подключение, тогда мы приглашаем и обесточиваем. Вот это наши полномочия. Вот. Но это эффективно. Это эффективно. Вот именно вот это эффективно. А все остальное это неэффективно. Машина может везде проехать, где Ну вот надо? есть сейчас места, где надо делать, но машина не проезжает. Там только летом могут проехать. Понимаете? Вот. Но все равно мы умудряемся это все делать, обесточить. Вот. Знаете, как сказать? Это современные технологии, они, наверное, тоже нас учат современному. Вроде бы линий нет. Люди умудряются на какое-то расстояние под землей провести. Представляете? Ну, действительно, молодежь, которая сегодня, да, они более предприимчивые к этому делу. Другое дело, что сегодняшний день просто практически в Абхазии нету мощности для того, чтобы дать возможность. И потому это все ограничение меры до 1 июня пока. Вот. Тем более наш Ингургес сегодня находится на ремонте. Вот. И в связи с этим, то, что мы сейчас получаем электроэнергию России, она у нас вряд ли хватит до определенного момента, до того, как мы должны были подключить свое. И потому сейчас вот эти жесткие меры, которые мы будем проводить, и будем до конца проводить, для того, чтобы выйти из этого кризиса. Потому что сегодня школы открылись. Есть информация, что в больнице не включаются аппараты. В школе, если дети не могут обогреваться, это, знаете, это опять начнутся какие-то болезни, какие-то вещи, которые мы только-только выходим с этой ситуации, а вот эта нехватка электроэнергии, она может привести к нехорошему. И тем более у нас впереди летний сезон. Вот. Кроме этого, отдел технадзора и энергонадзора непосредственно должен заниматься по подготовке к курортному сезону. Это наша прямая обязанность. Понимаете, в чем дело? Ну вот там тоже нам надо принять участие, но сейчас самое главное, я думаю, что мы должны в этой области доработать. Все, за исключением нет такого, чтобы все те, кто входит в это штабы и по постановлению Кабинета министров, они должны все нести ответственность. Нет такого, что кто-то больше, кто-то меньше. Вы сказали, что даже ужесточится эта работа, станет более жесткая, да? Более жесткий подход вот к таким нарушениям. В чем это будет выражаться? Более жестко что означает? Есть у нас постановление Кабинета министров. Если обнаружили майнинги, надо их временно конфисковывать. Надо трансформаторы конфисковывать временно для временного хранения. Вот сегодняшний день я хотел бы вам просто сказать по штрафам, да, по штрафам. Вот сейчас мы в суд передали по физическим лицам 30-40 минимальных размеров оплаты труда. У нас, знаете, да, сколько? И получается 1800-2400 рублей. Это еще на суд, чтобы... Только через суд. Мы только через суд. Должностные лица от 3000 до 4800. Юридические лица с 6000 до 9000. Вы можете представить, да, на сегодняшний день, сколько один аппарат дает и какой штраф. Не хотят идти не только в суд, а в судебном процессе есть нормативы, что если человек там или что-то не уведомили, или там они все скрываются, даже не хотят подписывать, мы им даем чуть ли насильно, понимаете? Ну, судебные процессы пойдут, посмотрим, чем закончится и как будет. Вот. Но самое главное, я считаю, что это обесточивание, временное изъятие аппаратов, потому что ввоз в Республику Абхазия запрещено. Вот. И также трансформаторы. Но сейчас тенденция пошла, что очень многие вывозят Россию. Там им выгодно, вот, там далекие северные части. И потому я думаю, что большинство все вывезут.
А другого пути нет. Я хотела спросить, кто все-таки этим больше занимается? Молодые люди, среднего возраста? Ну, молодежь, конечно, занимается, но они, скажу, сейчас тенденция пошла, что где-то, мы же сейчас очень много выявляем, вообще пустые. Мы приходим, там было раньше. Вот. Потом они, когда до нас ОБЭП и Черноморэнерго, они пломбировали, вот. Потом было повторно подключение, они еще раз, тогда они поняли, что их надо убрать. И сегодня идет миграция. Допустим, с одного района мигрируется в другой район. Места меняют. Да, есть такое тоже. Изымание немножко громко звучит, изымать. Изымать на временное содержание. Если они хотят вывести, то они пускай идут, забирают и возят. Тем более сейчас таможни упрощено на вывоз. Так что это раньше были проблемы. Сейчас... Достаточно активная тенденция, да, на вывоз? Да, да, это правильно. Правильно, потому что они должны понимать, что здесь уже никто не даст. Пока не наладится общая система, никто ничего не даст. Говорили, что, возможно, там с мая, с июня как будто запрет будет снят. Ну, как вам кажется? Ну, вообще постановление до 1 июня. До июня. Но если мы сегодня видим ту тенденцию, которая есть, и мы, лимиты наши, уже идет перерасход, вот, и мы еще не знаем, какие у нас мощности будут, вот. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы то, что есть, не продлевали, или там не было ограничительной меры, но это время покажет. Говоря о планах, вы сказали, что надо обязательно готовиться к туристическому сезону, да, к курортному сезону новому. Но тем не менее, что касается планов по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии, что еще у вас предстоит? Какие задачи еще? Мы сейчас эту тему затронули вот именно по майнингу. У нас есть другая проблема. В Абхазии, наверное, это по данным. Я новый человек, по данным, вот как мне докладывают, все, что учета электроэнергии 70% нету приборов. Черноморэнерго приходит в соответствующий объект или там, я не знаю, частное владение, и они определяют по точкам, которые есть у них, да, там свет, там, я не знаю, что там у них стоят. И они определяют, высчитывают на 3 месяца, и вот эту сумму выставляют. Но это, знаете, как сказать, ну, пора уже переходить к цивилизованному. Вот мы надзорный орган, который должны иметь лабораторию, потому что надо эти все счетчики, должны они пройти поверку, и мы должны ставить пломбы. И тогда, может быть, учет будет правильным. Но в сегодняшний день этого нет. И это я вопрос тоже поднимаю, потому что кроме этого должны быть технические снаряжения. Инспектора выезжают, надо иметь учет приборов, понимаете? Надо иметь перчатки, надо иметь обмундирование, потому что они поднимаются на высокой, они отключают не тогда, когда отключен рубильник, они прямо отключаются тогда, когда полностью идет подача электроэнергии, мы обесточим именно этот объект, который делаем. И вот потому я думаю, что я официально выйду к руководству для того, чтобы оснастить лабораторию нашу, вот, для того, чтобы уже было полностью прозрачно, и мы могли иметь то ли ремонтную мастерскую, то ли какой, которые могут они пройти поверку. Технические моменты вы смогли выполнять? Да. Что касается вот приборов учетов, на самом деле говорили о том, что необходимо как бы наращивать, да, вот в этом направлении работу, устанавливать их. Первое время, какое-то определенное время, вроде шла эта работа. 10 тысяч приборов завезли в Абхазию, да. Но многие испортились, и они не ремонтируются. Понимаете, нету этого. Вот эти моменты, она должна быть налажена. Будет продолжена вот эта вот... Ну, я думаю, что мы это сейчас выработаем, эту политику, для того, чтобы понимать, что мы вообще хотим в этой области. Надо привести порядок во всех сферах. И если мы сейчас придем к единому, что это надо делать, ну, конечно, надо. Если есть орган
Она должна заниматься своими функциональными обязанностями. Кроме этого, у нас по районам, позапрошлом году было трагический случай в Гаграх. Мальчик попал в трансформаторные. Вот эти очень важные моменты, потому что есть трансформаторы на балансе Черноморэнерго, район электросети. Есть трансформаторы, которые находятся в частном владении, там гостиниц, там производство. Это ихние на балансе. Вот. Но, к сожалению, у них нет специалиста, у них должно быть в штате обязательно специалист по энергетике. Если даже у них этого нету, они обязаны заключить договор местным электросети для того, чтобы они их обслуживали. Вот этот момент тоже надо привести в порядок. Потому что я этим вопросом интересовался в связи с тем, что районы электросети не имеют финансовой возможности, вот эти ихние хотя бы, которые на балансе стояли, чтобы их огородили, чтобы дети не имели доступ к подходу к трансформатору. Трансформатор должен быть изолирован от общества, там должен иметь доступ конкретный человек, который имеет доступ к трансформатору. Вот в этой части, я думаю, что мы с теми структурами, которые непосредственно, это МЧС, будут разные структуры, которые мы должны совместно работать, потому что у нас есть только один орган, это Энергонадзор, и технадзор, который занимается в этой области по контролю и по надзору. Знаете, фронт работы очень большой. Я хотел бы еще отметить, что есть, да, высококвалифицированные люди, которые по 20 лет работают. Есть молодежь, которую мы взяли. В прошлом году я выезжал в Россию, встречался российский технадзор и атомный надзор. Они к нам очень относятся доброжелательно и готовы нам помочь. Вот сейчас мы переписываемся, и мы сейчас хотим молодых специалистов, 2-3 человека отправить туда, для того, чтобы они правильно понимали. Это очень специфическая, тонкая область, где надо иметь знаний, опыта. Вот эти моменты тоже мы повышением квалификации занимаемся. Понимаете, в любой области, куда бы ни пошли, технадзор нужен и энергонадзор нужен. Если объем охватить, это надо сутки не 24 часа, а 36 часов работать. Вот. Ну, по нашим возможностям мы усиливаем, мы работаем, дисциплину налаживаем. Вот. Каждое утро в 9 часов у меня совещание с департаментами, у меня есть потребнадзор, у меня есть по сертификации, аккредитации, метрологии, который непосредственно тоже выезжает. Вот сейчас потребнадзор будет выезжать непосредственно по районам, потому что перед сезоном надо посмотреть, есть продукты, которые попадают в Абхазию некачественные. Вот. Надо это тоже. Работы много. Главное, чтобы сотрудники, вот, которые, вот сейчас я уже работаю здесь 7 месяцев, вот, и они уже понимают, что надо работать по-другому. Вот. Надо идти на объекты общественной торговли, там разные, да, они должны прийти не только как надзорный орган или контролер, они должны прийти помогать в первую очередь предпринимателю, ему объяснить, потому что никогда никто ничего не объяснял, и показывать, что у них неправильно, что у них не так, и дать время предписания. И через 2 месяца еще раз прийти посмотреть. Если не устранены, значит тот предприниматель или тот хозяин, надо уже выписывать штраф, чтобы он понимал. Дай Бог, чтобы мы сейчас обратились в парламент, подписали все ведомства, министерства по нашему пожеланию, потому что эти штрафы, которые есть 1200, 1800 для предприятий, для организаций, ну это смешно. Человек должен чувствовать, что он платит за то, что он нарушил. Тогда люди поймут, что времена поменялись. Надо уже пройти законное русло, правильно действовать. Вот в этой области, вот сейчас у меня те, которые другие отделы, департаменты есть, они будут тоже выезжать. Вчера проводил рабочее совещание министра туризма. И у нас есть очень большое желание и уверенность, что в этом году будет рекордный туризм.
Большую работу ведет Министерство туризма, и они тоже просили, чтобы я тоже в этом подключился, и мои непосредственно структуры работали в этой области, потому что это тоже наше лицо. Если мы сегодня нашего туриста, отдыхающего, накормим вкусно, качественными продуктами, вот, и будем доброжелательно, особенно в отеле, гостинице, санатории, дом отдыха, да, вот, мы должны их всех проверить на сертификат и потом уже дать добро для того, чтобы им выдали лицензии. Вот. В этой части, если мы сделаем, у нас будущее большое Абхазии. И я надеюсь, что у нас будет хорошо. Кадровый вопрос, он острый у вас? Вообще, я не имею в виду только технадзор, энергетический надзор, но и другие департаменты. Ну, знаете, вот, те кадры, которые были с советских времен, вы знаете, они уже в пенсионном возрасте. Они, да, специалисты. Вот. Ну, мы набираем молодые кадры. Вот. У меня сейчас 80% госстандарта – это молодежь. Я прошу и требую начальнику департамента, чтобы они их подготовили. Чтобы эти ребята, которые выйдут, сегодня здесь теорию надо изучать, а когда они выйдут уже туда конкретно, чтобы они на практике это все могли реализовывать. Вот в связи с этим сейчас работаем, я буду проводить аттестацию. Я уже нашим университетом, Абхазским государственным университетом, веду в этой части уже, чтобы мы могли аттестировать, чтобы они получили тоже документ, который бы были бы они сами удовлетворены, и мы знали бы, что этот специалист уже прошел и получил сертификат. Вот. Много таких моментов есть, которые я мог бы сказать часами рассказывать, потому что здесь круг большой, очень. Наши сотрудники стоят на границе по реке Ингур и по реке Псол. Все равно умудряются завозить некачественный товар. Мы фиксируем. К сожалению, у нас нету хранилищ, чтобы мы могли их конфисковать. Вот. Раньше это делалось, передавался приют собачий. Но все равно надо все это, чтобы слаженно было. Понимаете, в чем дело? И тогда у нас, я думаю, что в этой части тоже будет хорошо. Работы много каких-то. Очень много. Надо заправки проверять. Жалобы поступают, что некачественный бензин. У нас есть машина лаборатория единственная, которую нам подарил Роснефть. Дорогостоящая машина, которая может проверить и выявить октановую частоту бензина. Вот. Вот это мы можем радоваться, что у нас есть. Ну, куда бы ни пошли, везде надо проверять, надо везде иметь соответствующие технику или соответствующие приборы для того, чтобы правильно определить. У нас есть лаборатория, которая проверяет вина водочный, мед. Летом особенно это очень остро стоит. Хотелось бы, чтобы оснащение было лучше, потому что мы не все можем. Иногда сами себя обманываем. Вот. Это все надо... Данные спорные могут быть. Да. Мы все люди хотим, чтобы Абхазия процветала вместе с нами. Те гости, которые приезжали, уезжали, говорили, что это райское место. Не просто так на словах, на деле, потому что это дополнительная реклама, которая распространяется очень быстро. И люди, которые имеют ностальгию еще советских времен, чтобы приезжали к нам, а мы бы умели бы правильно показать свое гостеприимство. В это время, естественно, экономически нас поддержат и поднимут. Спасибо большое за интервью. Удачи вам в вашей работе. Спасибо.